Более 50 тысяч обращений о признании безработным поступили в республиканские центры занятости. Коронавирус существенно осложнил ситуацию на рынке труда. Обсудим полагающиеся выплаты, а также президентские выплаты на детей вместе с руководителем Республиканского центра социальной поддержки населения Николаем Калмацким. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что опишем ситуацию на рынке труда республики сейчас. Что вы видите? Действительно, фиксируется значительный рост статистики числа безработных граждан, которые признаны таковыми, то есть более чем в 2 раза к тому среднегодовому уровню, который имелся до этого года. И здесь надо сказать, что вот приняты важные решения в отношении таких граждан, которые потеряли работу, по тем семьям, в которых есть родитель, потерявший работу, и имеется ребенок в возрасте до 18 лет, предусмотрена выплата 3000 в период с апреля по июнь текущего года на каждого ребенка до 18-летнего возраста. Более того, если гражданин признан в установленном порядке безработным, то в отношении федеральных выплат, таких как пособие в размере прожиточного минимума на ребенка, первым родившимся в семье, вторым и последующим детьми, там доходы граждан, которые признаны в установленном порядке безработными и при этом имели доходы от трудовой деятельности, они не учитываются при определении критериев малоимущности семьи. То есть, соответственно, даже если была высокая зарплата, очень правильно сейчас заявить о себе, встать на учет в центре занятости для того, чтобы иметь возможность вот в это тяжелое время получать другие меры социальной поддержки. Как происходит процедура признания человека безработным? Каковы критерии? Сейчас, насколько я знаю, в основном это все осуществляется через обращение на портал работы в России. Там достаточно интуитивно понятная форма. Необходимо просто указать все те сведения, которые требуются для заполнения обращения, нажать на кнопочку «Сохранить», и соответствующее обращение попадет уже в службу занятости соответствующего региона. Можете ли вы дать информацию о том, в каких отраслях экономики больше всего обращений? Этого я, к сожалению, не могу вам сказать. На слуху, наверное, у всех, что это в основном торговые отрасли общественного питания, да. Там, где многие граждане у нас, к сожалению, работали, в том числе и неофициально. И здесь они потеряли в части размера пособия по безработице, поскольку будут получать его пока в минимальном размере. Николай Алексеевич, давайте поподробнее поговорим о президентских выплатах на детей. Это очень большой блок вопросов. Есть и вот новорожденные дети в возрасте до 3 лет, с 3 до 7, с 7 до 15. Вот передаю вам слово. Расскажите поподробнее, пожалуйста, с самого начала. Да, буквально еще раз расскажу буквально в 2-3 словах о тех выплатах, которые были озвучены совсем недавно президентом Российской Федерации. Это выплаты в размере 5000 рублей в течение апреля, мая и июня на детей, не достигших 3-летнего возраста, независимо от уровня доходов семьи. Единовременная выплата в размере 10 тысяч на детей, которые достигли 3-летнего возраста, но еще не достигли 16, то есть с 3 до 15 лет включительно. Там также не предусматривается определение уровня дохода семьи для того, чтобы единовременно получить 10 тысяч. И буквально завтра мы должны уже приступить к приему заявлений по выплате на малоимущие семьи, где имеются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Критерием определения малоимущности будет являться прожиточный минимум на ребенка за 2-й квартал 2019 года. В случае, если среднедушевой доход составит менее этой величины, 9804 рубля, по-моему, было тогда, то семья получит возможность оформить эту выплату. Заявления будут приниматься на едином портале государственных услуг в многофункциональных центрах. Напомню, что чтобы подать через многофункциональный центр, надо обязательно предварительно записаться. Никаких документов с собой представлять не нужно, но все-таки придется при оформлении этого заявления иметь их перед глазами, поскольку там необходимо указать реквизиты свидетельств о рождении ребенка, свидетельства о заключении брака. Но это буквально только именно реквизитный состав, серия, номер, дата выдачи.
Все остальные сведения, в том числе сведения о доходах, доходы будут учитываться за 12 месяцев с отступлением на 6 месяцев от даты подачи заявления. То есть, получается, если в мае человек обращается, то мы будем учитывать период доходов с ноября 2018 года по октябрь 2019 года и так далее со сдвигом, получается, на месяц. Этот период будет рассматриваться. Напомню еще раз, да, вот что если работу потеряли, если работали неофициально, обязательно надо встать на учет в центре занятости для того, чтобы мы имели возможность исключить родителя такого ребенка из подсчета доходов от его трудовой деятельности. Самые большие выплаты это до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Вот, это единовременная выплата. Что касается выплаты от 3 до 7, она в размере 50% от прожиточного минимума ребенка. В нашем регионе это практически без малого там 4900 рублей. Более того, эта выплата будет назначаться с 1 января 2020 года в случае, если ребенок уже на эту дату достиг 3-летнего возраста. И первые суммы граждане смогут получить в июне текущего года сразу за 6 месяцев. Это практически 30 тысяч на каждого ребенка такого возраста. Давайте поподробнее о выплатах до 16 лет. Единовременная выплата 10 тысяч. Башкортостан получает 7 миллиардов. Транш из федерального центра. Поподробнее, пожалуйста, Николай Алексеевич. Ребенку должно быть 3 года по состоянию на 11 мая 2020 года. В тот день, когда объявил президент России именно об этом решении. Когда был подписан, да, указ соответствующий, то есть он не имеет обратной силы, там говорится именно о детях указанного возраста, достигших 3 лет и которым по состоянию на 1 июля текущего года не исполнился возраст 16 лет. То есть вот как раз вот этот вот период, он рассматривает возрастную категорию ребенка из соответствующей семьи для получения этой выплаты. Выплаты начнутся с 1 июня. До какого периода будут продолжаться? Единовременная выплата, она, исходя из ее определения, будет представляться однократно, а заявление можно подать до октября. То есть все нормально, сейчас стабильно, насколько я знаю, работает портал государственных услуг в этой части. Что касается выплат в размере 5000 на детей в возрасте до 3 лет, независимо от очередности рождения, да, этого ребенка. Мы помним, да, что сначала было принято решение только о том, кто имеет право на материнский капитал, может воспользоваться этой выплатой в период с апреля по июнь. Потом эта категория была расширена абсолютно все семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Здесь по возрасту тоже подход он примерно тот же самый, но уже с учетом того периода, в который эта выплата будет осуществляться. Да, если 3 года исполняется ребенку в апреле, то выплата сможет быть предоставлена только за апрель. Если в мае, то это апрель и май. Если в июне, то, соответственно, апрель, май, июнь. Если родился ребенок в мае, соответственно, тоже это май, июнь, когда можно будет получить по 5000. Николай Алексеевич, какие еще в период коронавируса есть выплаты и меры поддержки? Какими могут воспользоваться наши телезрители, ну и жители республики? Перечень мер социальной поддержки, ну вот кроме тех, о которых мы сейчас с вами поговорили, он достаточно широк, и оснований для их оформления тоже очень много. Вот в рамках этого формата, наверное, мы просто не уложимся. Но мы поговорили про семьи с детьми, да, про безработных. Да. Кто еще? Ну вот несколько категорий. Лица старшего возраста, может быть. Лица старшего возраста, они пользуются абсолютно теми же мерами социальной поддержки, которые были, в принципе, до возникновения этой ситуации. Ну, разве что там есть определенные вещи, связанные с продуктовыми наборами, да, которые в нашем регионе тоже предоставлялись. То, что если человеку, работающему, уже исполнилось 65 лет на период вот всех этих ограничений по самоизоляции, выплачивается больничные, да, то есть он не посещает работу, он может находиться на больничном, получать также как бы зарплату. Ну вот такие меры, да, поддержки. Что касается принятых решений на уровне, в том числе нашего региона, все ранее предоставлявшиеся меры социальной поддержки, которые были ограничены каким-то сроком с периодическим подтверждением права на их получение документальным, то в
период, начиная с 1 апреля по 30 сентября текущего года, все они будут продлеваться автоматически, без предоставления дополнительных документов по тем сведениям, которые мы располагаем и которые могут быть получены как раз в порядке межведомственного взаимодействия. Много ли обращений вот в ваш центр, да, и чаще всего какие темы интересуют заявителей? Ну, в основном, конечно, последние обращения, они связаны, конечно, с тяжелым материальным положением. Везде мы внимательно изучаем возможность получения мер социальной поддержки, все, которые гарантированы сегодня законодательством. Если там возникают какие-то сложности с получением документов, если это впервые оформляется, да, то, естественно, как можем, везде это помогаем, в том числе направляем запросы и в образовательные организации, если это касается детей, и в органы ЗАГСа, и в работодателям в части представления, получения там сведений о доходах. То есть все везде, где можем. Ну и если можно, напомните номер телефона, чтобы наши телезрители могли обратиться напрямую. Все телефоны у нас имеются на сайте, на официальном сайте. Более того, я скажу, что Республиканский центр мер социальной Республиканский центр социальной поддержки населения. Да. Более того, у нас имеется 13 межрайонных филиалов. В каждом филиале есть по 3 телефона горячей линии, один телефон для семей с детьми, ну, чтобы более так предметно было обращение, один телефон для иных льготных категорий граждан, пожилых граждан, и один телефон, ну, если человек не может определиться, то ли ему туда, то ли сюда позвонить, в принципе, по любому номеру ответят на все интересующиеся вопросы. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Напомню, что это была программа интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Мы обсуждали выплаты в период коронавируса.